4. Я родилась в селе Чолокарык, выше Чалдавара, где я родилась, безумно красивой. Безумно я люблю, потому что я думаю, что я там родилась, меня все время тянет к этому месту. Мой отец всю жизнь был джилкачы, мать была помощницей. Мы все время вели кочевой образ жизни. То в степи, то в горах. Но мое детство совпало с войной, а война нам принесла голод, холод. Все были озабочены, чем помочь фронту. Когда война закончилась, приехал мой брат старший с фронта. Он приехал, здесь женился на Кутубаевой Анвар, она была очень известная певица. И приехали отдыхать в горы. Приехали, отдохнули. Посмотрев на меня, брат сказал: поехали. И меня забрал, значит, с собой во Фрунзе. Спустил в гор. В это время, видимо, был набор в Ленинградское училище. У меня были руки-ноги длинные, самая худенькая. Проверил, когда дошло время до прыжков, я не понимала, что от меня хотят. Я не могла этого сделать, то, что она просила. Когда говорит: девочка, встань, и та девочка встала, стала прыгать. И я подумала по крику: что я не могу, что ли? И стала прыгать. И я попала, последней попала в эту группу. Пришло время отправляться. Представьте, я ни одного класса не закончила, по-русски не знаю, и вот еду. Когда мы приехали в училище, это училище что-то удивительное мне показалось. Мне это показалось храм. Я не знаю, настолько была я ошеломлена, что даже я не могла подумать, куда я приехала. Первый год, когда закончилось, в общем, меня поставили на середину у станка. Это, видимо, что-то затевали, что мне надо было исключить, наверное, так как я русскую не знала, вообще не могла учиться. Закончился экзамен, долго обсуждали, и тогда вышла воспитательница нам объявлять оценки. Кому там 4, а мне последний показала: тебе, говорит, 3 2 минусами. Меня оставили. И я продолжала учиться. Вы представьте, по классике основной предмет, где я получила 3 2 с минусами, на второй год я получила 4 с минусом. Когда я русский выучила немножко, я попросила эту воспитательницу рассказать: Вера Леонтьевна, расскажите, пожалуйста. И вот она мне тогда рассказала, говорит: ты должна быть благодарна художественному руководителю Николаю Павловичу Ивановскому. Вот он упросил всю комиссию, умолял: оставьте эту девочку еще на год, исключить всегда можем. Посмотрим, мне кажется, вот в ней что-то есть. Вот поэтому меня оставили. Благополучно закончив, мы приехали во Фрунзе. В театр поступили. Первые годы не было репетиторов. Мы сами репетировали, мы сами занимались, старались. Танцевала сольные партии,
танцевала вторые партии, танцевала первые партии. Я ее слышала, видела по спектаклю. Вот она «Мерседес» в «Дон Кихоте» танцевала, скажем, «Большой Вася». Это мы выросли на спектаклях, дети. Я ее еще помню, когда она снималась в фильме «Легенда о ледяном сердце». Там снимался с ней вместе мой Джезде Бахы Умарлеев. И когда он принес фотографии, я посмотрела, это была такая красавица. У меня есть деловое предложение. Если соединить ваш актерский талант и мои администраторские способности, то весь мир в наших руках. Я собираюсь на днях сочинить оперу, понимаете? И ставить решил сам. Считайте, что главная роль в моей опере вам обеспечена. В 1957 году тоже как-то случайно приехали режиссеры вот этого волшебного чора. Это были выпускники, это был Сахаров, Шенгаляев. Как видишь, мероприятие подготовлено. Я пригласил на свадьбу только нужных людей. Все дороги теперь перед нами открыты, и держаться отныне нужно не так, как до сих пор. Ты знаменитая оперная актриса, и я тоже не пустое место, а, так сказать, композитор оперы, знаменитый на весь мир. Как бы они ни нашли, пришли посмотреть спектакль «Лебединое озеро». Я как раз танцевала испанской, я как раз вот упала. Я пришла в комнату расстроена, плакала. Приходит Ольга Ивановна и говорит: «Джамалочка, с тобой хотят познакомиться молодые люди». Ну, я вышла, смотрю, стоят молодые люди, действительно. Так поговорили. Они меня спросили: хотите в кино сняться? А у меня была мечта сняться в кино. И я такими людьми, как Муратбек Агай Рыскулов, он был моим партнером. Первый начинающий, это самый Арсен Омиралиев, это его первая партия, это самая роль. Бектен, великолепный актер. Я спешил сюда. Я торопился. Я знал, что ты моя, что ты меня любишь. Ты пришел ко мне, наконец, любимый. Дети мои, на этом сказка кончается. Пусть же навсегда. Отныне замерзнут все холодные, равнодушные, и навсегда соединятся сердца влюбленных. На сцену, когда я выходила, зрители очень любили. Видимо, потом вот у Холфина спрашивала поначалу, кто может заменить Бибисару. И вот он сказал: ну вот я не знаю, если будет работать хорошо, то, по-моему, Ибраима может заменить. Говорят, балерина не должна рожать, но она действительно охватила и семейную часть жизни, потому что она имеет 3 детей. Появились у меня дети, семья. И вот так пришлось мне уйти в училище и оставить театр. У меня вот какой-то в душе всегда звало вот это учить кого-то. Да. Когда я пришла, конечно, да, вот какой-то зов был. И вот Нурдин Сарамбаш Тугелов однажды сказал: у тебя педагогический дар есть. Ты можешь быть великолепным педагогом. Вот он так сказал.
знаете, был такой момент, когда в театре оперы и балета в составе балета были почти все, большинство, не все, но большинство учащихся, которые выпустились у Джамалы Ибраимовны. Там есть и народные, как Светлана Тукбулатова, Куван Сыдыков, Ласточкина. Когда я попала сюда, Гульбара Бакрантаньярова, она заведовала хореографическим отделением. В то время приезжали к нам учиться из Воронежа, из Алтая, с Тувы. Ну, очень, с многих республик приезжали к нам учиться. Она очень уважала, любила как человека Гульбар Бакрантаньярова. Вот она, видимо, переняла тоже от нее вот это простейшее отношение к себе. Вот сейчас, я думаю, она потихонечку, она меня вот это взращивала как педагога. Я просто очень благодарна. И очень, конечно, очень переживаю, и очень обидно за нее, что вот она осталась такой в тени. Как попали теперь? В Мексику? В Мексику как я попала? Так сказать, по приглашению. В Москве был знакомый у нас, это самое, из Перу. Девочка молодая. Ее попросили, из Мексики позвонили, попросили педагогов. Вот таких хороших педагогов. И вот она связалась с нами. Я с дочкой поехала в Мексику. Грязь лицом я не ударила. Ни Кыргызстан, ни киргизский народ, ни имени моего папы. Мы все это пронесли очень достойно. Вот там народ очень открытый, веселый, гостеприимный. Кого они полюбили, они на голове носят точно. Вот 15 лет я могу сказать, что мне на голове носили. Естественно, в это время было трудное время, я уже сказала ранее, перестройка. Ей пришлось ехать, и действительно, и она правильно сделала, потому что неужели кыргызка не может где-то за границей, в Европе, работать и дать свое знание, учить других людей? Хочу рассказать эпизод один. Мы тогда со старшим сыном поехали в Швейцарию, в Лозанну. Ну, денег нету, кое-как деньги собрали, никто, ни депутат, никто денег не дает. И приезжаем, первый день, смотрю, наша Джамала Ибраимовна с мексиканской своей ученицей, я говорю, откуда? Где-то в Швейцарии, в маленьком городке, говорю, откуда вы? И потом она случайно узнала, что ну, вот, это денежные проблемы, оказывается. И она говорит, а мы же голодные вдвоем. И едим чай с хлебом. Она говорит, так, ребята, когда Масад уже выиграл, пошли, говорит, в ресторан. И мы, Джамала Ибраимовна, ее ученица, я, Масад, пошли в итальянский ресторан. Как-то я соскучилась по своей родине. Quizás, 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 quizás. Я приехала сюда, все почти, многие ученицы пришли поздороваться. Многие ученики звонили.
из Москвы, из Испании, из Мексики, России. Вот одна ученица у меня Акулу выпустилась в каком году? То ли в 72-м году, вот так она выпустилась. Поступила в Свердловский театр, и оттуда мне звонит: Джамал Ибраимовна, большое вам спасибо. Я говорю: за что? Я, говорит, приехала в этот театр, вот в этот театр приехала из Ленинграда, из Москвы, из Перми, ну, из Новосибирска, ну, новый театр открылся. Вы представляете, говорит, я попала, говорит, я, говорит, не хуже, чем ленинградские. Даже где-то в чем-то, я, говорит, верчусь, прыгаю, чем в больших училищах. Это мне доставляет удовольствие, я просто рада за своих учеников, что они получают профессию, пользуются, и все стали хорошими людьми. Потом вот меня пригласили опять в училище. Ну, я в училище работаю уже 5-й год, что ли. 5-й год, по-моему, работаю. Джамал Ибраимовна – это уважаемый педагог, это личность с большой буквы. Человек очень требовательный, строгий. Она блестяще знает методику Агриппины Яковлевны Ваганова. Это выдающийся педагог, по этой методике учится весь мир. Вы знаете, Джамал Ибраимовна удивительный человек. Очень приятно, когда человеку 80 лет, и человек в здравом уме преподает, делится своим опытом, любовью к хореографии, потому что ребята, девочки, мальчики от нее просто в восторге. Как она объясняет классические произведения, и когда она берет спектакль такой полноценный Шопеняна, и когда досконально каждое движение объясняет, показывает. Для детей это большой, знаете, опыт, большая практика, то, что они видят, как человек получал образование в Санкт-Петербурге у мастеров русского балета. И по долгу службы она обязана ходить по классам и следить, чтобы мы преподавали, соблюдая методику преподавания. Если я что-то не так делаю, она мне говорит: Дасмат, я от тебя ожидала большего. И эти слова для меня страшнее, чем меня избили бы кнутом. Поэтому я знаю, значит, я где-то не доработал, где-то так не настолько было. Потому что оправдывать ожидания Джамала Ибраимовны — это, конечно, большая честь, и слушать от нее какие-то замечания. Ну, слава Богу, она чаще мне как-то подбадривающие такие слова говорит. Но я всегда знаю и не хочу услышать таких слов, что Дасмат, я ожидала бы от тебя большего. На ее счету огромное поколение выпускников. И ее воспитанницы в свое время украшали наш кыргызский национальный балет. Ее заслуга как педагога огромна. Она воспитала 2 замечательных балерин, которые носят имя народной артистки Кыргызстана. Но, к сожалению, вот к нашей грусти,
Джамал Ибраимовне уже 80 лет. Практически она большую часть жизни отдала воспитанию детей, но не имеет ни правительственных наград, ни званий. Понимаете, это в наше время, я думаю, что это просто позор, стыд. Да, ее воспитание, ее нутро не желает быть публичной, не хочет быть она, поэтому она никогда не стремилась вообще, хотя у нее возможности были здесь, когда... И все время идет речь, что могут закрыть театры, что могут закрыть училища. Как так можно? Это же вот это лицо нашей республики. Слава тебе, Господи, что у нас училище есть, где можно воспитывать, знания передаем из уста в уст. Это искусство, чтобы знали, что кыргызы тоже и умеют жить культурно, и сохранять свою культуру, искусство взращивать. Намыс керек-то. Несмотря вот ваш возраст, вот все завидуют, откуда вы берете вот энергию? Это вот, да. Всевышний помогает. Всевышний помогает. Он меня любит, я обожаю. Он мне за всю жизнь мою так провел. Вот так меня дети любят, Костя. Всевышний. Благодарю Всевышнему. Bésame mucho. Вообще у нас все балерины красивые. Ну, особенно есть некоторые, ну, как Бибисара, да? Джамал Ибраимовна, Чолпон Джамана Дагималович. Есть такие балерины, которые вот, ну, внешне очень эффектны. И не любить таких женщин было невозможно. Сейчас она красивая. Когда она идет по коридору, никогда не скажешь, что человеку уже 80 лет. Спина ровная, шея поставлена, голова сидит на месте. У нее царственный поворот головы. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, pero